Для одних праздничные выходные, для других вполне рабочие будни. Оперштаб республики продолжает работу для обеспечения коммунальными услугами жителей региона в новогодние праздники. Только за одни сутки несколько десятков звонков. За прошедшие сутки 3 января было получено 19 обращений. Обращения связаны с перебоями подачи электроснабжения, водоснабжения. Электроснабжение 5 обращений, водоснабжение 14 обращений. Вместе с тем получено 14 обращений от Сунжского района, 5 обращений от Назрановского района. На горячую линию дозвонился житель сельского поселения Троицкое. Он жалуется на отсутствие электроснабжения. Задача работников оперштаба не только в том, чтобы принять обращения граждан, но и решить их вопросы в кратчайшие сроки. Минут 30-40, да? Будет свет, да? Варков. Больше всего звонков поступило за эту неделю от жителей Карабулака. Жалобы на отсутствие воды. Только за минувшие сутки 75% обращений были связаны с этой проблемой. Проблема была связана с аварией на центрального водопровода, порыв водопровода. Проблема была устранена в течение суток. В праздничные выходные для удобства жителей продолжает курсировать общественный транспорт по своим маршрутам. Однако, как можно заметить на кадрах, большинство людей предпочитают проводить эти дни дома, и остановки пустуют. Тем не менее, маршрутки продолжают ездить, и это подтверждают даже те, кто решил выехать по своим делам. Общественный транспорт регулярно делаем. 1, 2, 3 числа Масхан Лилжи, Суси Лилжу, 1 числа авиануса, 2 числа общественный транспорт Лилжи. Оперативный штаб будет работать все выходные. Днем одна группа дежурных, вторая их будет сменять в вечернее время. Также предусмотрено круглосуточное дежурство ремонтных бригад, диспетчерских служб, а также оперативно-выездных бригад. При возникновении проблем с перебоями в электро-, водо- и газоснабжении нужно позвонить по указанным номерам. Амина Зязикова, Адам Гулоев, Хасан Евлоев, Магаз 24.